Здравствуйте, в эфире третий выпуск футбольной программы на БСТ. Наш девиз «Футбольный клуб Уфа». Даешь премьер-лигу и смотрите сегодня в нашей программе. Ничья в Калининграде. Очко на выезде нормальный для нас результат. Беспроигрышная гостевая серия Уфы продолжается. Приказано покорить Урал. Самый тяжелый соперник нам попался. На кону встреча со звездами Анжи. Неизвестный Осадчук. Хочется в премьер-лигу выйти с командой. О чем мечтает реактивный полузащитник Уфы. Матч на два фронта. В такую погоду было приятно играть. 2 дубля под дождем. Очередной календарный матч первенства страны Уфа проводила в Калининграде против местной Балтики. Нашей команде удалось продлить беспроигрышную гостевую серию. И вновь в ворота Евгения Кобызева был назначен пенальти. Жаль, что не удалось совершить такой же подвиг, как и в матче против Сибири. Тем не менее, Уфа наиграла на ответный мяч и на ничью. Репортаж наших калининградских коллег. Этот матч стал для калининградских болельщиков не только прощанием с летним футболом, но и своеобразными проводами одного из символов самого старого российского стадиона. Электронному табло, служившему 40 лет, в сентябре придет на смену современная видеостена. Игроки «Балтики» в первом тайме всеми силами стремились устроить футбольному пенсионеру проводы. Но Дмитрий Сысуев не добрался до передачи Стоцкого, а удар балтийского капитана Чиркина намертво поймал Кобызев. И все же в середине тайма повод для радости у местных болельщиков появился. Сысуев своими финтами замучил Путилина, и тот сбил нападающего. Пенальти на этот раз отправился исполнять Максим Вотинов. 99-й номер пробил безупречно. Под занавес тайма бразильский легионер башкирской команды Де Оливейра исполнил трюк из пляжного футбола, но чуть не точно. Я думаю, ничейная игра все-таки. Очко, оно и есть очко. И очко на выезде нормальный для нас результат. В концовке, конечно, могли вырвать. Могли и 1-1 счет. Во втором тайме хозяева вспомнили о гостеприимстве и позволяли красно-белым любые шалости. Лидер чемпионата старался действовать головой, но удары становились добычей Калинько. Балтийский Акело промахнулся лишь после атаки бывшего партнера Романа Войделя. На исход поединка повлияли не только многочисленные травмы нападающих Балтики, но и отсутствие в составе белосиних латвийского моторчика Артураса Зюзинца. Буквально за несколько минут до начала матча стало известно, что у легионера закончилось разрешение на работу в России, а продлить его администраторы команды просто забыли. Это известие я получил прямо перед выходом на разминку. И Зюзин был в составе, и вдруг мы его теряем. Конечно, это неприятно. Вот так вот российское законодательство помогло уфимскому клубу сохранить первую строчку в турнирной таблице. Впрочем, балтийцы тоже пока идут по графику, намеченному руководством команды. Уже на следующий день после игры в Калининграде наша команда вышла на плановую тренировку на уфимском стадионе «Динамо». Получивший выходной, но тем не менее пришедший на стадион Роман Войдель, один из лучших игроков матча против Балтики, любезно ответил на наши вопросы. Расскажите, как вы забили этот гол? Ребята разыграли угловой, подача с угла поля, и, так скажем, мяч попал в голову и отскочил в ворота. Но обычно забитые мячи все-таки футболисты кому-то посвящают. Кому посвящаете вы? Я посвятил гол своей маленькой дочке, которой 9 месяцев исполнилось. Посвятил ей. И каково играть в Калининграде, там, где вас еще помнят болельщики? Калининград всегда был футбольным городом. Приезжаешь, я приезжал в составе Шинника пару раз. Приятно играть и много друзей, знакомых. Но это не влияет, ты выходишь на футбольное поле и забываешь обо всех. И играешь, если игрок Уфы сейчас на данный момент, и все мысли только о футбольном клубе Уфа. В посткалининградской тренировке принимали участие не все. Восстанавливающиеся после травм уфимские игроки наматывали километраж вокруг поля. Другие футболисты под чутким руководством тренера-ассистента Сергея Томарова работали с мячом. Из тех, кто провел на поле в Калининграде все 90 минут, в занятиях был замечен Азамат Засеев. Остальные получили заслуженный выходной. В чем секрет Азамата Засеева, который может играть от звонка до звонка и, насколько я понимаю, один из немногих, кто все матчи провел по 90 минут? Это я не знаю, как на это ответить, потому что, наверное, годами все это. Много тренируюсь. Следующую официальную календарную игру Уфа проведет на Кубок России против Екатеринбургского Урала. Эта встреча состоится 2 сентября, в воскресенье. Победитель пары Уфа-Урал выйдет ни много ни мало на махачкалинский Аджи, команду Гуса Хидинга, Самуэля Этоо и Юрия Журкова. Но для начала Уфе необходимо проходить Урал.
Урал, клуб из Екатеринбурга, имеет давние футбольные традиции. В конце прошлого века команда не только выступала в высшей лиге чемпионата России, но и доходила до полуфинала Кубка Интертото. В последние годы Урал ежесезонно ставит перед собой задачу возвращения в элиту. Сейчас тренерский штаб екатеринбуржцев во главе с Павлом Гусевым подобрал для решения этого вопроса очень боеспособный коллектив. Лидером атак Урала является «Спартак» Гогнев, на счету которого 31 забитый мяч в высшей лиге, в том числе за ЦСКА и Московская «Динамо». Пост номер 1 в Урале занимает Александр Котляров. Среди защитников стоит отметить Дениса Тумасяна, забившего уже 3 мяча в первенстве. Лидером полузащиты можно назвать Александра Новикова. В Урале имеется большой иностранный легион, в котором есть представители Чили, Замбии, Армении, Белоруссии и Сербии. Последнюю страну в Екатеринбурге ассоциируют с небезызвестными Миланом Вещицей и Бранимиром Петровичем. Также в команде выступают 2 футболиста, которых еще помнят башкирские болельщики. Вратарь Игорь Кот в свое время выступал за «Садовик», а защитник Иван Дранников и за «Стельдомакцев», и за Учелинский «Горняк». Урал уже с давних пор считается хорошей командой. Много лет они играют вместе. Наверное, самый тяжелый соперник нам попался по кубку. Так что игра будет интересная. И будем играть, конечно, только на победу, потому что, как я понимаю, задача у нас привести команду в премьер-лигу. Теперь о персоналиях. Один из главных любимцев уфимских болельщиков Сергей Осадчук выступает за нашу команду уже 2-й сезон. Зрители любят его прежде всего за высокую скорость, оригинальный дриблинг и 100% самоотдачу. О себе, о тренерах, о команде Осадчук рассказал специально для нашей программы. Играл я в Обскове, начинал. Потом с Обскова я уехал в Луховицы, клуб такой 2-го дивизиона. Отыграл там, потом я поехал в Екатеринбургский Урал. С Урала я перебрался в Ижевск. С Ижевска я перебрался опять в Луховицы. С Луховиц меня пригласили в Волгу, Нижний Новгород. Там отыграл я 2 года. Потом поехал в Новороссийский Черноморец. И с Новороссийского Черноморца я уже перебрался в Уфу, где сейчас по сей день нахожусь. Ну, в принципе, сейчас тенденция такая, что куда тренер ставит, ты там должен играть. Поэтому справа, слева без разницы. Мне, конечно, слева удобнее, но если меня тренер ставит с правой стороны, естественно, я должен там играть. Никаких вопросов не должно возникать. Да не знаю, стараюсь, конечно, команде помочь, потому что тренер всегда разговаривает с нами, говорит, что каждый игрок, который выходит в основном составе или на замену, он должен приносить пользу команде, помогать команде. Поэтому выхожу я в основном составе или на замену, я стараюсь принести какой-то результат, помочь команде, чтобы выиграла команда. Чемпионат Европы смотрели. Ну и сейчас в Ютубе много видео, просто набираешь фамилию Колыванов, можно посмотреть игры там различные со сборной, с клубов, поэтому вот такой большой проблемы нет. Если кому-то хочется, может зайти на YouTube, посмотреть, набрать, посмотреть игры. Он близко с командой общается, со всеми ребятами, помогает, готовится к играм, интересуется, кто у кого какие там проблемы, ну, чтобы в общем все это складывалось впечатление, складывается впечатление, что человек опытный, вот, и вдвоем они дополняют друг друга и создают атмосферу хорошую в команде. Наверное, у любого футболиста мечта играть в каком-нибудь топ-клубе, естественно. Но ближайшая мечта, конечно, хочется в премьер-лигу выйти с командой. Поэтому будем стараться играть в каждом матче на победу. А там посмотрим, как дело будет. И теперь о республиканском любительском футболе. В первенстве Башкортостана, который, кстати, проходит по системе весна-осень, определился явный лидер. Чудес не происходит, и им является действующий чемпион Юрматы из Салавата. Тем не менее, в последнем календарном матче фаворит с трудом сумел одолеть самую юную команду нашего чемпионата Уфу-95. Рассказывает Рустам Хабиров.
Противостояние между командами можно именовать не иначе, как битвой Давида и Голиафа. На поле встретились самый молодой коллектив республики, дебютант чемпионата Уфа-95 и действующий чемпион Салаватский Юрматы. Однако у дебютантов был свой козырь – опытный тренер Юрий Суренский, которому противостоял свой же воспитанник Андрей Захаров. Ну, команда очень хорошая, движение, все у них, все присутствует. Ну, у Юрия Александровича никогда команды на ободах не были, всегда были команды движущие, мобильные, организованные. В составе обоих клубов оказались свои звездочки. В салаватской команде играет лучший бомбардир последних чемпионатов республики Дмитрий Першаков. В этом матче он также отметился дублем, благодаря чему Юрматы повели в счете. Однако и в рядах уфимского коллектива нашелся свой герой. Сергей Кречетов только ищет себя в профессиональном футболе. Тем не менее, он сумел забить 2 мяча и сравнять счет в матче. Нам в обществе задач таких высоких не ставит. Мы просто готовимся к чемпионату России и играем так. Нам на результат нас не давляет. Играем свою игру. Почувствовав, что с лидерами чемпионата можно играть на равных, уфимцы постепенно перевели игру на их половину. Даже сильный ливень не смог этому помешать. Последние же старались играть лишь на контратаках, одна из которых и стала решающей в матче. В такую погоду было приятно играть, что дождь, не жарко, не холодно, вроде нормально. Но как бы искусственный газон, к нему надо привыкать, а сколько мяча совсем другой. Вы, наверное, сами видели то, что пол-игры мы бегали, не могли мяч принять, то что отскок. Так в целом понравилось играть на таком поле. Кстати, этот шел в зачет не только первенства республики, но и в зачет четвертьфинала Кубка Башкортостана. И если бы команды в основное время сыграли в ничью, то пришлось провести бы на поле еще как минимум полчаса. Основное время нашей программы подошло к концу. До встречи в следующий четверг. Любите футбол. Я люблю футбол. Мне нравится футбол. Я люблю футбол. Я люблю футбол. Я люблю играть в футбол, потому что это дает мне как бы удовольствие. Это коллективная игра. Мне нравятся коллективные игры. Я тут нашел много друзей. Тут все происходит очень динамично, и потому что это мой самый любимый спорт. С детства, привык гонять мяч во дворе. Кипят такие страсти, в которых не сыщешь ни в хоккее, ни в баскетболе. Я еще не придумал.